Мы находимся в помещении лаборатории по загрязнению воздуха. О том, чем занимается лаборатория и ее проблемах, нам расскажет инженер Ульянченко Алла Георгиевна. Лаборатория по загрязнению воздуха занимается анализом воздуха от жилой зоны города Нерюнгри. Мы определяем содержание окислов азота, двуокиси серы, окиси углерода и пыли. А вот могли бы вы сказать, в каком состоянии на сегодняшний день находится экология нашего города? Какие-то есть определенные параметры, критерии? Но критерии обязательно есть. На каждый ингредиент у нас есть предельно допустимая концентрация. Бывает, не всегда, но бывает превышение допустимых концентраций. Это конкретные цифры. Конкретные цифры. Ну а если так более популярно, в общем, как у нас? Слишком загрязнена атмосфера или нет? Вообще жить можно. Жить можно, да? Пока еще можно. Пока дышать есть чем. В данный момент, сейчас мы занимаемся анализом снега. Если даже можно как-то показать. Даже можно показать, фильтры, да? Покажите, пожалуйста. Допустим, это обогатительная фабрика. Да, это наш снег, да? Да. Его, наверное, даже можно продавать в Японию Да, в виде конечно, угля, обязательно. Можно на обогатительной фабрике. Насколько мне известно, раньше вы занимались и различными метеорологическими исследованиями. Расскажите об этом. Да, до сентября 90-го года мы занимались метеорологическими наблюдениями. В 90-м году, 4 сентября, метеорологические наблюдения на станции прекращены. В связи с чем это связано? В связи с тем, что у нас медиаплощадка находилась, на территории будущего, как тогда говорили, дома. Теперь уже площадка убрана, на этом месте строится жилой дом Якут-Угля. То есть сейчас метеоисследований в городе не ведется? В настоящее время метеоисследований нет. И, допустим, та информация, которая поступает о том, какая погода будет, допустим, какая температура, откуда это берется? Прогнозы в город сейчас к нам не поступают. Поступают только в Чульман из Якутского управления по гидрометеорологии. Очень жалко. Мы хотели как раз специально для нашей программы попросить вас, чтобы вы давали нам сведения, и мы в каждой программе, допустим, делали прогноз. Как это в настоящем телевидении? Да. К сожалению, помочь мы вам в этом не сможем. Ну что ж, успехов вам, спасибо. Спасибо. Мне нужно было не мне держать. Если, нас отсюда якобы мы прилетали на работу. Я уже ничего говорят, что все... Дело, которым вы занимаетесь, наверняка нужное. А расскажите о ваших проблемах. Проблем, конечно, у нас много. Дело в том, что здание, в котором мы сейчас находимся, мы арендуем у управления Тепловодоканал. Буквально с месяца назад уже приходили руководители управления с просьбой, чтобы мы освободили данное помещение. Дело в том, что если мы освободим это помещение, то лаборатория будет закрыта. То есть в городе этой службы не будет? Да, в городе этой службы не будет. Хотя она единственная, которая занимается загрязнением воздуха жилой зоны. А обращались вы, допустим, к властям? Мы, в общем-то, обращались только в управление. Из управления было письмо, должно быть, к председателю горсовета и к руководству управления Тепловодоканал. Пока мы ничего не знаем. Пока. То есть ваша лаборатория под угрозой закрытия. И было бы совершенно печально, если ее закроют. Да, конечно. Что ж, я думаю, что удастся выбраться из этой ситуации, и у нас все-таки эта служба в городе будет существовать. Будем надеяться. Спасибо.